Толькі раз на год і толькі тут. На одной сцэне з разбежкай у некалькі гадзін можна сустрэць народных артыстаў і зусім невядомых шырокай публіцы маладых талентаў. 22-я белая вежа працягвае традыцыю – абуджаць эмоцыі, здзіўляць і прымушаць задумвацца аб вечным. Усё проста, кажа удзельнік фестывалю, знакаміты майстар рэжысуры Кама Гінкас. Чалавек ад моманту свайго з'яўлення на планеце змяніўся мала. Таму і сучасная класіка не губляе актуальнасці. Скрыпка Ротшильда па апавяданні Чэхава якраз аб гэтым. Пастаноўка, якая ўжо 13 гадоў ідзе ў маскоўскім цюзе, атрымала безліч хвалебных рэцэнзій і прэстыжную залатую маску. Дзякуючы белай вежы гісторыю разважанняў трунара убачыў і Брэст. А какое вам дело до гробовщика, который жил 100 с лишним лет назад в какой-то деревне и, в общем, был недоволен мироустройством? Ну, тупица. Кстати, гробовщик недоволен мироустройством. Кто его спрашивает? Но мы играем этот спектакль по всему миру. Волнует это? Волнует это? Потому что только очень, думаю, тупой и жирный человек вообще доволен собой и доволен не мироустройством, а вообще своей жизнью. Актеры, занятые у спектакля, давно ведомы на постсоветской просторе. Народные артисты России Валерий Барынов и Игорь Ясулович делятся уражениями от знакомства с Брестом. С большим удовольствием я ножками вышел из гостиницы и прошелся вот сколько мог, да, и дошел до Брестской крепости и вернулся назад. И вертел головой и восхищался, как все приведено в порядок. И мне очень нравится, что очень зеленый, очень много парков, много вот садов. Вот я сколько вот шел, все восхищался, так замечательно. Сходил на рынок, посмотрел на людей. Я всегда хожу на рынок. Должен сказать, что здесь очень, как бы сказать, народ очень деликатный. Здесь никто не говорит: о, как я в Нью-Йорке вышел, тоже с бородой, сказали: о, смотрите, идиот на Брайтоне. Бороду отрастил, шляпу надел, думал, ее тут не узнаете. Иди сюда, кретин. Львовский духовный театр у Воскресенье брэская публіка чакае як ніякі іншы. Амаль штогод калектыў прымушае брашчан, затаіўшы подых, у захапленні назіраць за іх спектаклямі на галоўнай плошчы горада. Любоў узаемная, адказваюць уладальнікі вежаўскага гран-пры 2007 года. В этот раз приехали очень сдалека, потому что мы летели к вам 36 часов. Наша подорож, як-то, потому что мы были в Мариване, в Иране, в Кыргызстане. И мы все время это ехали, ну, в общем, для того, чтобы сегодня сыграть поезд со Львова. Иногда этот поезд был очень грустный, потому что их вывозили в Сибирь, во Вроцлав и так далее. Иногда это был счастливый поезд, потому что молодые люди встречались, и для них это были счастливые годы ихней любви. Наперадзе ўсяго 2 фестывальных вечара і 3 спектаклі. Брэсцкія гледачы ўбачаць пастаноўкі з Кішынёва, Мінска і Масквы. Аліса Грыгарчук, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брест».